Праздничные выходные выдались относительно спокойными в плане эпидемиологической обстановки, но расслабляться рано. Ежегодно в России гриппом заболевают порядка 30 миллионов человек. Во время пандемии коронавируса он был подавлен, но вернулся из прошлого года достаточно активен, предостерегают врачи. Если брать новогодние эти наши выходные дни, праздники, то 697 человек обратились чисто с острой респираторной вирусной инфекцией, из них 407 дети. Но чаще всего всегда больше болеют дети, потому что они и контактируют больше. Ну и, к счастью, они легче и переносят. В этом году активны два подтипа вируса гриппа А и Б. Восприимчивость к ним высокая, особенно у людей с хроническими заболеваниями. К тому же инфекция способна приводить к различным осложнениям. Симптоматическое лечение, жаропонижающие, обработка, полоскание носа, надеваем маску, защищаем себя и окружающих. И на второй-третий день, если состояние не улучшается, то лучше, конечно, обратиться к врачу, он уже подберет лечение. Обязательно витамины, обильное теплое питье. Повышена активность и пневмококковой инфекции. Пневмония возникает как следствие осложненного или запущенного гриппа и ОРВИ. Человек мог ходить с невысокими цифрами температуры, и она уже идет, это получается, присоединяется бактериальное осложнение. Всего у нас 13 человек с пневмониями, из них 5 детей, все они госпитализированы, 7 человек взрослые, из них двое госпитализированы. У нас верифицировано из этих пневмоний, то есть выявлен возбудитель 4, это энтерококк, стрептококк, и 1 пациент у нас с снегной палочкой был. Пневмония – заболевание легочной тканью. У больных сохраняется повышенная температура, выраженная слабость, потливость и кашель. Если ему в течение 5 дней не легче, если становится ему значительно, состояние ухудшается, если эти симптомы нарастают, то самолечением ни в коем случае нельзя заниматься, нужно обратиться в поликлинику, потому что сам пациент не может у себя диагностировать пневмонию. Это нужно обязательно, чтобы посмотрел его терапевт, сделать рентген легких. Если есть какая-то необходимость, тогда делают КТ легких. Чтобы не заболеть или перенести болезнь в легкой форме, важно своевременно вакцинироваться. Хотелось бы, чтобы наше население активно шли, вакцинировались не тогда, когда уже пик заболеваемости, а именно тогда, когда еще активно люди не болеют, чтобы выработался иммунитет. Также можно поставить прививку от пневмококковой инфекции. У нас имеется вакцина, именно пневмококковая вакцина. Она больше всего показана людям с ослабленным иммунитетом, сопутствующими заболеваниями, то есть это лица старше 60-50 лет, поэтому и также детям пневмококк ставится. Помимо сезонных инфекций фиксируют и микоплазму, способную привести к тяжелой пневмонии. Она протекает волнообразно с временным улучшением. Один из симптомов – устойчивость бактерии к антибиотикам. Она уязвима для пенициллинов. Особенно при лечении детей. Антибиотики пенициллина ряда, особенно на слуху у всех советуются всем антибиотик амоксиклав. То есть там амоксициллин плюс клавулоновая кислота. Но в случае с микоплазменной инфекцией эти антибиотики недейственны. До начала антибиотикотерапии необходимо сделать анализ, тест на чувствительность к антибиотикам. Вот то, что касается именно микоплазменной инфекции, выделить микоплазменную инфекцию, она выделяется из задней поверхности глотки при хорошем взятии анализа биологического материала. Она выделяется до 8 недель. Иммунитет человека – основной барьер на пути вирусов. После праздничный период специалисты Роспотребнадзора прогнозируют увеличение заболеваемости микс-инфекции. Сочетанно идет вирусная инфекция плюс бактериальная инфекция. И вот то, что касается бактерий, это на ослабленный вирусными организм наслаивается бактериальная инфекция. Это микоплазма, пневмококки, стафилококки в редких случаях, стрептококки могут быть. Но в основном, по данным научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора, конечно, это пневмококки и микоплазма. Наиболее опасные бактериальные агенты, которые и приводят к развитию таких затяжных рецидивирующих пневмоний. Как говорят специалисты, февраль-март должен характеризоваться спадом вирусных заболеваний. Чтобы замедлить эпидпроцесс, необходимо соблюдать меры профилактики, следить за гигиеной, вести здоровый образ жизни. Тамара Хашагульгова, Акрымат Тасхоев, Новости 24.